Всем привет! Всем привет! Ну что, вечер в Якутске. Как видите, снег еще лежит. Сегодня у нас какое число? 8 апреля. Ветерок вечером. Вы, наверное, слышите, так чуть прохладненько. У меня на телефоне написано, что минус 9 градусов сейчас. Но что-то кажется, что теплее, в общем-то. Не так сильно все это морозит. То есть сейчас, я думаю, вообще где-то градуса 3, наверное, минус. Немножко начинает все-таки таять. Но утром, если будут опять холода, конечно, ночью опять будет все это замерзшее. Опять все это в лед превратится. И будет очень-очень скользко. Самородок, бассейн. Тут всегда много-много транспорта. Здесь вот, потому что здесь бассейн. Можно купаться. Тут есть абонементы, можно брать и ходить. Плавание, оно полезно, кстати. Поэтому можно походить. Потом тут есть еще дворец спорта. 50 лет Победы. Тоже тут спортивные разные занятия проходят. Вот, поэтому здесь такая активность и все время много-много транспорта. Это вот социальный фонд, здание такое вот красивое. Социальный фонд. Лужи начинают образовываться. Ну, где-то снег уже вывезли. В основном это, наверное, тот, который тут нападал уже после того, как его вывезли. Большие кучи заземных у нас образовались. Падал он. Потом вывезли, потом опять падал. Короче, нападал опять. Тут заснежено у нас. Вот такая вот у нас весна. Весна вроде бы не весна. Не поймешь, что. То есть там где-то на юге весна — это тепло. Все тает, растаяло. Цветы там расцветают. А у нас весна — это вот лужи, снег тающий, такой черный. Ну что, стоим, ждем. Здесь у нас остановочка. Это улица Короленко и улица Орджоникидзе. Дошли до перехода. Это улица Хорошова. Сейчас через нее как раз переходим. Курашова 28. Министерство здесь, по-моему, находится сельского хозяйства, находилось. Вот это вот. Да, все-таки тепло, когда хорошо можно ходить уже без напряга. То есть у вас руки не мерзнут, телефон не мерзнет. Все так хорошо. Кстати, надо будет сходить, поснимать в район Залога. Там, говорят, какие-то изменения, что-то сносят. Там же район, вот где кинотеатр Лена, за ним, ближе к берегу, к Чернышевского, там такие архивные исторические дома, еще деревянные, там прошлого века постройки. И вот их решили, как я понял, там все эти бревна-то их как-то промаркировали, вроде бы как пишут, и, соответственно, видать, перенос будет. Ну, там фундамент, понимаете, у нас очень плохой фундамент. Сейчас, чтобы вот это все дело сохранить, надо новый фундамент на вечной мерзлоте сделать, тогда уже у вас восстановленное здание, оно будет
стоять долго. А так, те, что дома без свай были построены, они все покосились. Все эти деревяшки. Ну, их, в общем-то, и строили так временно. Особенно вот эти двухэтажные районы. Их строили временно, на сколько-то там, лет на 30. 40 эксплуатаций, а служат они до сих пор. Проходим мимо главного ГАПС Республики Саха-Якутия. Это главное агентство авиационных сообщений. Вот сейчас у нас впереди лето. И вот тут авиакомпания предлагает разные перевозки животных, пожалуйста, с креслом. Дайте по льготным ценам. И все это можно взять, эти билеты приобрести вот здесь вот. Пожалуйста. Туры в Китай на июнь-август. Телефон, пожалуйста, звоните. Сам офис вот здесь вот. Тут, кстати, еще железнодорожные билеты продают. Тоже можно железнодорожные купить. Но если авиасообщения у нас по скидке, насколько я знаю, продают за полгода начала, да, как бы, или полгода, да? Ну, там какая у нас скидка есть. Это льготный проезд для пожилых и молодежи, то есть до 23 лет и старше 55-60 лет людям. Отсюда можно в направлениях каких-то, которые указаны на сайтах авиакомпаний, приобрести билеты по скидкам. А есть также еще льготная перевозка, это для жителей Дальневосточного федерального округа. Но в направлении перевозки всего лишь, ну я знаю, Санкт-Петербург, Москва, по-моему, и все. До туда можно долететь. Это вот сниженному тарифу что-то там в пределах 9000 получается. А оттуда уже, если вам куда-то надо, с Москвы надо уже за свой счет, естественно. Ну как, по полной брать уже. Но там проще с Москвы, естественно, выбраться поездами, самолетами, автобусами. Там очень много транспорта. Проходим улицу Орджоникидзе, театр Сахатата. И вот это вот здание историческое, где находится магазин Якутск, да, сейчас он называется, ну, 4-й магазин это. Сейчас там полно всяких внутри магазинов, а сейчас, раньше это был продуктовый, кто помнит, а сейчас он тут дринк-кафе, орехи, фрукты, там что только не продают, короче, внутри. Ну что, зайдем. Где тут вход-то? Что я говорю, а зайти. Интересно, он будет глянуть. Вот уже люди тут с пакетами что-то набрали там. Он напротив, там дом связи, почтамт города Якутска. Кстати, где-то же здесь нулевой километр находится. Я даже его еще и не снимал. 4-й магазин Якутск. Так, ну вот зашли, тут и оптика есть, и банкоматы, и золото, вот, пожалуйста. Тут кладовая севера, ленина, рыба, карасин продается. Сколько он? 520 кабельский карась есть. Чир, тряпушка 450. Вот она.
свежемороженое. Копченая рыбка есть. Омуль. Цены. 860 омуль, форель 1470. Что-то тут дороговато. Вот по 390 омуль есть. 300. Так, здесь идет вот магазин. Ателье или одежда, что тут такой магазин. Золотишко. Лишки продают. Игральный аппарат. Тут что? А, тут наклеивают на телефоны. Всякое разное, да? Защиту. Ключи, пожалуйста. Тут еще магазин. Карасик называется. О, карасик. Пирожки. Готовые уже блюда есть. Вот тут за 100 грамм указано 240 рублей. 2400 получается. Чего? Полочка. Закуска деревенская. Йогурт. Кефир. Замков сколько здесь, пожалуйста. Может, и ключи еще делают, всякое разное продается. Говорю, тут стал настолько этот магазин универсальный. Если раньше тут только продукты продавали, то сейчас тут все подряд продают. Все подряд. Тут еще колбаса, мясо. А, это скифовский магазин. Якутский хлебокомбинат. Всегда народу тортики их есть. Продукты. Что такое? Дрожжевое тесто. Большая такая. Что тортик стоит? Вот такой. Бисквит 450 грамм, 593 рубля. Вот. Хлеб. Такие булочки, 50 рублей. Батон 101 рубль. А это что, вот пшеница, да, 550 грамм, 62 рубля. Уже ключи продают. 350 грамм, 254 рубля кулич стоит. Вот такие цены. Сюда. Дальше тут молочка. Опять же. Бузы. Котлеты. Куры. Вот тут выпечка, смотрите, беляши всякие. Сосиска в тесте. Тут сложно ходить, кстати. Народу столько, что фиг пройдешь. Дон есть. Плов с курицей. О, сметанник 70 рублей. А это сейчас сандалы 125. Лепешка 30 рублей. Последняя стала, самая дешевая. Овощи 350. Помидоры. Огурцы сколько? 390. Огурцы 390. О, сколько тут этих огурцов. Я вообще, честно говоря, не понимаю смысл в этих огурцах. Трава травой. Куда-то такие очереди стоят сумасшедшие. За кондитеркой. Тут еще
еще магазин есть. Смотрите, это вес 100 грамм. 1690 рублей. Получается буксун холодного копчения. Это горячего копчения умуль. 137 рублей за 100 грамм. 1370. Даже селедка есть. Икра есть. Растущего 200 грамм 1990. Сельдь 720 рублей за 100 грамм, да, что-то дорого. Торты. Еще цены за 100 грамм указаны. 1000. Короче, все 1000 рублей килограмм торт стоит. Выпечка. А, это что такое? Это ИП Зарядов, по-моему. Точно. Что-то у них подряд. Ага, видите, сколько народу. Так что у народа и денежки-то есть, раз покупают по таким ценам. Мороженое даже какое-то 95 рублей, 150 грамм рожок продают своего производства. ИП Зарядов. 100 граммов 70 рубликов. Так, выходим, сложно ходить. Так, очень популярное место, естественно, все вот эти места заняты. А тут у нас мед, да, продают. Всякие разные. 160 грамм много, да? Нормально. Самый дешевый, что-то смотрю, 950 рублей стоит. Да? Луговой. Ой, всякие разные эти эликсиры, да? Это откуда, с Алтая, что ли? Откуда? Ах, тут полным-полно. Богиня, омолаживающий эликсир без сахара. Трава. А, это мох же, смотрите, мох продают. 350. Который вот это в лесу. Всякое разное. Чабрец. Лист смородины. Тут опять выпечка. Тут фрукты, орехи. Вкусняшки, короче. Цены 150 рублей за 100 грамм. Финики. Пачка 990 рублей. Тут килограммов, по-моему, фиников нет. Такие вот цены. О, выпечка опять. Сосиски, сэндвичи, слойки. Эчпумак. Самса. Шайнышки, чепури, пирожок. Такой маленький пирожок, ё-моё. Тут совсем маленький. Тут мясо продают. Свинину. Сытная сладкая выпечка, кондитерские изделия. Готовое вот блюдо, салат, селедка под шубой. 200 рублей. Тут открыли газу. А здесь у нас такие лавки. Антикварное что-то. Такое все. Открытки даже есть. Так, и что? И что тут дальше? Дальше можно пройти? Что-то закрытое все. Табак. А, табак. Табак продают. Социальная аптека. Осторожно, ступеньки. Во. Выход на аптеку. Тут готовые очки продают. Кстати. Социальная. Я что-то по ценам смотрю, это социальная. Довольно недешевая. Так, все, выходим, вышли.
с этой стороны на улицу Дзержинского. И, наверное, вот туда пойдем сейчас. Хотелось бы, конечно, постримить. Вот как я раньше стримил, ходил по городу. Но сейчас проблемы. Так просто не получается стримить. Ну, поэтому приходится вот так вот видео записывать. И потом его монтировать. И уже выкладывать. Вот подходим к детской спортивной школе США. Тут много всяких киосков, продукты, овощи, фрукты. Тут памятник Дзержинского, кстати, вот он. Видите, да? Что в советское время его поставили. И как он там это без... Или не в советское, я просто не помню, не буду врать. Фрукты, овощи. Вот видите, спортивная школа написана. Номер 1. Автобусная остановка. 20-й автобус. Очень скользко. Слушайте, я рискую просто свалиться. Ну и здесь вот эта застройка, еще одни из самых первых каменных зданий в Якутске. Вот здесь вот этот район Дзержинского. Такие вот тут дома. Это хрущевочка, вот это вот. Там дальше КПДшка. Кстати, смотрите, какое солнце. Сейчас на закате, 6 час. Смотрите, хотелось вам показать вот эти штуковины, да, видите, да, такие? Копанные в землю, непонятные, да? А это охлаждители земли. Там же сваи, вот это здание на сваях. И чтобы оттайки не было, такие вот штуковины закопаны на глубину. Зимой происходит проморозка грунта. Вот видите, да? Они... Ой, как тут опасно вообще ходить. Рискую подскользнуться. Тут еще не разойдешься. Вот эти вот, видите? То есть это вокруг этого здания, этой хрущевки, вот такая целая колея этих охладителей, промораживателей грунта. Благодаря им удастся как бы холод, чтобы был, чтобы сваи как-то не пошли, чтобы здание это стояло долго. Потому что вот где уже наблюдали подвижки этих зданий на 202-м микрорайоне, там здания стали шевелиться. Намывной, кстати, микрорайон, который еще в советское время намыли рядом с дамбой. Песок с Лены оттуда, очень много песка, вот этой машиной специальной. Намыли его, целый остров получился такой. Ну не остров, там вместе получается как бы единое уже с берегом, какое-то пространство. Ну вот там здания какие-то уже деформировались. Можете сами загуглить, там уже проверить, что с ними, с этими домами. Информация, в принципе, есть. То есть мы живем тут как бы вот на такой почве, которая не совсем является все-таки дружественной человеку. Вот это все глобальные потепления, они могут сказаться в дальнейшем состоянии фундаментов зданий. Сейчас здания, знаете, да, делают. Это раньше вот такая вот хрущевка, да, была.
Это еще то пятиэтажное, то есть это более поздняя постройка. А до этого строили четырехэтажные. 4 этажа хрущевки. Первые каменные дома, которые были, они были четырехэтажные. А сейчас такие же не строят, это невыгодно. Сейчас вот такие вот бандуры. 16 этажей. А в этом, по-моему, даже больше, что ли, можно, не считаю. Там ниже 10 этажей этажность уже невыгодно делать. Еще все дома уже здоровенные. И вот у тебя вот дом тоже. Действительно недавно постройки. Здесь вообще теплый гараж заездной, вот это вот. Там парковочные места. Я что-то тогда смотрел, когда продавались, там по 2 миллиона были парковочные места. Представляете? Ну, хотите ездить, допустим, зимой, вот, платите такие деньги. Хотя сейчас Наташи, конечно, сбивают вот эти, по идее, должны сбивать ценность гаражей зимних отапливаемых, потому что благодаря ним их дешевизне удается ездить всю зиму без гаража, оставляя машину возле дома, возле работы. Вот смотрите, памятник это милиционеру, да, он с папочкой. Это палец у него затерли уже весь. Вот мы сейчас сюда двинемся, на улицу Богатырева. Здесь дворец культуры, но сейчас это дворец культуры, это сейчас дом народов. Так, переходим дорога уже, кстати, буграми пошла. Видите, да? Вот так вот. Ну, у нас личные мерзлота, сами понимаете. Сложно вообще. Конечно, с ней что-то. Стихия, понимаете? Что против стихии вот мы сделаем? Ничего. Стихия, если пойдет, то она сделает свои дела в любом случае. Тут небольшой скверик Карла Маркса перед дворцом, домом дружбы народов. Там бюст Карла Маркса стоит. И вот эта улица Богатырева. Это отсюда начинается. А это улица Пояркова. Проводы зимы у нас когда? В конце марта прошли. А до сих пор еще, смотрите, вроде бы зиму проводили, а снег он лежит, особо не тает, как вы видите. Улица Богатырева, она небольшая, она вот получается от этого перекрестка идет до площади Победы. Автобусная остановка. Такие вот автобусы есть побольше, 17-й автобус. Ой, чуть не упал. Здесь вот это здание, это какое-то общежитие с советского времени. Селили тут разных жильцов. С этой стороны у нас ресторан «Панда» и «Журавль». Вот он. У него, кстати, сделали наружнее, вот это вот наружное здание. Там, видать, летом сидеть получше. И вот смотрите, что у нас здесь делают. Вот такие дома. Сколько здесь этажей? Вот это только дом. Его еще строят. Еще. Ну, в принципе, он построен по этажам, но отделка идет. Вот там наверху вижу еще окна. Низ поставили. Там большие какие-то, гигантские. На самом верху видно, да?
окна, зал какой-то, что ли. Или вот эти же пентхаусы есть. Элитное жилье, где пентхаус. Там большие, очень высокие потолки, окна размером целиком с этаж. Вот доставщик проехал. Вот это тут не видно, но это мост. Мы вот идем озеро Губина здесь через это озеро. Этот мостик проходит. Ну вот видите, там работы идут люди. Работают. Это сейчас тепло еще. У нас. Так они же, представляете, зимой работали. Зимой в декабре, в январе, когда морозяка была 40 градусов, они тоже работали. Такие, да? Кому? По силам. Так, это перекресток у нас улицы Богатырева и улицы Губина. Там лужи видим, вон там обычно лужа в этом месте. Переходим, смотрим под ноги. Обязательно. Так, все, перешли. Вот, смотрите, телефон. Вот это можете дома купить. Маяк называется. И сейчас я вот туда в народный магазин зайду. Вот, тут вывеска, смотрите, архитектура, навесная фасадная система, разнообразные комбинационные решения, коммерческие помещения в одном шаге. Короче, все тут. Качество. Ну, это центр города, что вы хотите. Наверное, и жилые вот эти помещения не дешевые, сразу скажу. Крайне не дешевые. Так, все, дальше мы сворачиваем на Богатырева. Вот если туда идти, там будет институт водного транспорта, площадь Победы. И мы видим, с этой стороны тоже стройка идет. Тоже возводят какое-то здание, сооружение. Кран приличный. А вот это вот стройка. Ой, какой кран высокий. Вообще комфортный паркинг. Все тут. ЖК Маяк называется. Так что великий тут. У них территория своя. Вот в этом доме Губина 11. Почему-то она закрывается, дверь у них. Так. Скользко. По идее, вот это все тут должно отдалбливать, этот лед, чтобы... А смотрите, лед он так и лежит. Никто его, с ним дворников нету, что ли? Странно. Кстати, в это воскресенье Пасха будет, тут яйца подорожали, но это у нас отборные, в принципе, не дешевые, да, были. Ну вот, где-то видел в пятерочке, или вообще за, знаете сколько? За 224 рубля стоит десяток. Но они белые, правда. Белого цвета. То есть красить удобно. Ну что, вот такой вот небольшой ролик я поснимал для вас, чтобы не забывали вы канал наш с вами. О, Губина. Тут уже лужи. Вот тут вечно лужи. Ну, дом строят. Такой вот. Сколько тут людей будет жить, а? Ого-го. А стояли тут, я снимал, двухэтажечки такие вот. Там еще есть, кстати, вот там вдалеке осталось еще. Несколько их там. Двухэтажечки стояли. И вот сейчас сколько тут людей будет жить на этом месте. Ладненько, все, давайте. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем здоровья, мира, дружбы.